После вынесения на общественное обсуждение нового проекта Конституции в ноябре прошлого года было создано Конституционное совещание, которое в конце января 2021 года приняло новый проект основного закона и направило его в Джугурку-Кеңеш в начале февраля. Следует отметить, что мы обсуждали постатейно данную редакцию Конституции, и мы работали в формате 3 ступеней. Во-первых, в формате секций, во-вторых, в формате рабочих групп и в формате пленарного заседания. И при этом мы постатейно обсудили по несколько раз, по 3-4 раза каждую статью. Проект основного закона предполагает президентскую форму правления в стране, но по мнению экспертов на самом деле предложенный проект не совсем провозглашает чисто президентскую форму правления, как это было определено на референдуме. Скорее больше напоминает смешанную. Мы получаем опять же в некоторой степени смешанную форму правления, где президент, например, имеет какие-то властные полномочия над всеми 3 ветвями власти, а не только глава исполнительной ветви власти. Кабмин назначается, при назначении Кабмина также имеет роль парламент для утверждения состава Кабмина. Парламентарий Дастан Бекешев утверждает, что проект новой Конституции содержит в себе много ошибок и остановился на некоторых моментах. Должность руководителя администрации президента, который будет совмещаться с председателем Кабинета министров. Это говорит о том, что президент будет назначать руководителя администрации президента, который будет должен пройти согласование с Джугурку-Кеңешем. Генеральной прокуратуре и Верховному суду было предоставлено право законодательной инициативы. То есть генеральный прокурор и верховный судья будут выступать в качестве законодателей. На сайт вывесили проект Конституции, теперь для ознакомления, я так думаю, все равно его подредактируют, проект Конституции, потому что ошибок очень много, это видят и не только депутаты, но и сам президент понял ошибки, которые там есть. И я думаю, сейчас немножко отредактируют и вновь внесут в парламент. И, скорее всего, у нас Конституция будет инициирована вместе с законопроектом о назначении референдума. Референдум будет у нас 11 апреля вместе с местными выборами. Отметим, большая часть нового проекта Конституции посвящена основам конституционному строю, общим принципам и правам граждан. Далее будут проведены парламентские слушания, организованные профильным парламентским комитетом. Общественное обсуждение продлится до 9 марта. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.